Жения, обнимаю сердце. И коллектив, который сейчас выйдет перед вами, он впервые выйдет на большую сцену. Я очень хочу, чтобы вы бурными аплодисментами поддержали инклюзивный танцевальный ансамбль «Северные звездочки» Дворца детского творчества имени Авдеевой, который исполнит танец «Зимняя фантазия». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Надежда Попова. Аплодисменты!
свою песню «Крым», что значит «зима», представляет Мечни Моисеев в сопровождении учащихся творческой мастерской специальной коррекционной школы номер 4, которые представят совместную работу учеников и учителей, коллекцию «Зима». Руководители Фёкла Евсеева, Анжелика Куля и Екатерина Колесова. Наши гости из Москвы и Санкт-Петербурга. И сейчас я попрошу выйти на эту сцену директора дивизиона развития некоммерческого сектора Агентства стратегических инициатив, который является проектным офисом президента страны Владимира Владимировича Путина по продвижению новых проектов, Владимира Леонидовича Вайнера. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно тоже зайти сюда, на эту сцену, потому что здесь, вот в этом моменте, мне кажется, возникает такая общая связь всех людей. И, обнимая сердцем, часто я вот слышу, сокращается до ОС, страны ОС. И в то же время есть такое понятие «Асулхай», хоровод, который тоже объединяет всех людей. И мне кажется, это очень символично, то, что мы все в этом моменте сейчас можем почувствовать вот эту вот общую, единую связь всех нас, живущих в нашей многонациональной стране, и то, что нас всех объединяет. Это внутреннее понимание человека, человека в центре, человечности. И поэтому наверное, надо просто пожелать, чтобы вот это мгновение, в котором мы сейчас находимся, запомнилось и стало такой опорой для развития и раскрытия потенциала каждого из нас, независимо от того, сколько нам лет, в каком мы статусе находимся, где мы живем. Потому что именно это является главным, вот это вот наше внутреннее вот раскрытие того, что можно назвать «обнимаю сердцем». Спасибо вам большое, и мы рады поддерживать такие проекты во всей стране, и надеюсь, что будем продолжать дальше. Благодарю. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Сейчас перед вами выступит инклюзивная этностудия ЧМК при благотворительном фонде Харисхал и фольклорный ансамбль
Аллас Республиканской специальной коррекционной школы-интерната с песней Аллахом Барасом. Руководитель этностудии Альтавина Паттапова. Встречаем! Безгранично уважаю вашу силу духа. Я безгранично уважаю бретишек и преклоняюсь перед их силой духа, которые сегодня участвуют в этом концерте и дарят нам веру в жизнь, веру в лучшее. Смотря на выступления этих детей, мы не можем быть слабыми вообще в принципе по определению, ни при каких обстоятельствах. Сегодня этот праздник, концерт ознаменует инклюзивную среду, где дети все одинаковы, все дети проживают свою жизнь
И у каждого ребенка должно быть счастливое детство. Я благодарю всех родителей, педагогов, тренеров, руководителей художественных, кто организовывает это мероприятие. Вы огромная сила, вы молодцы, и нам надо брать с вас пример. Спасибо вам большое, безгранично горжусь вами, уважаю, спасибо. Спасибо, Евгению Николаевичу.
танцевальный ансамбль «Интервью». Руководитель Арина Васильева. Этот год стал прорывным для движения «Обнимаю сердце». Издание сборника «Дневники реальной истории мам и пап особенных детей» в феврале этого года было поддержано издательским домом «Питер». 18 ноября прошла презентация сборника в доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На сцену приглашается исполнительный директор издательского дома «Питер», которая произнесла те самые заветные слова «Книге быть». Это Анна Титова. В 36 историях сборника авторов из 11 регионов говорится о том, что мешало и что помогало справиться родителям особенных детей в сложной жизненной ситуации. Книга является источником полезного опыта для других родителей и для тех, кто хочет поддержать такие семьи. Горда и счастлива на самом деле, что я сегодня здесь, что я смогла прикоснуться какой-то частью, да, и поучаствовать в этом прекрасном движении, очень объединяющее движение. И мне кажется, что вот как бы книга наша, она стала таким вот, ну, такой вишенкой, да, на всей этой вот истории, потому что она такая тоже очень объединяющая и очень вдохновляющая, на мой взгляд, потому что, казалось бы, тема такая очень трепетная, очень непростая, но при этом, когда читаешь эту книгу, нет ощущения, есть ощущение света от нее, на самом деле, которое от нее вот исходит. Еще раз хочу поблагодарить огромное уважение и низкий поклон людям, которые решились на такой шаг, решили рассказать свою историю. Мне кажется, что это все не зря, да, то есть это очень большой шаг вперед. Мы как издательство, конечно, не могли не поддержать такое. Во время презентации в Санкт-Петербурге некоторые авторы уже получили свои книги, а сегодня кому-то очень повезет, и они получат их из рук Анны Титовой и автора идеи Руфины Осиповой. И подарки от партнеров «Обнимаю сердце» ювелирного бренда «Аврора Сиберика» вручает руководитель движения «Обнимаю сердцем» Анна Федорова. На сцену приглашаются авторы дневников, родители особенных детей. «Аврора Сиберика» – федеральный ювелирный бренд, созданный нашими земляками, якутянами Евгением Васильевым и Евгением Рязанским. Компания «Аврора Сиберика» специально для авторов книги изготовила кулоны с якутским бриллиантом. Камни рождаются в суровых условиях недрах земли, превращаются в бриллианты и символизируют достоинство, внутреннюю красоту и стойкость, как и наши прекрасные героини на этой сцене. Давайте поприветствуем наших героинь дневников, авторов дневников родителей. Спасибо вам большое! Сейчас перед вами выступит студентка медицинского института СВТУ Ли Юэ из Китайской Народной Республики. Тут уже говорилось что-то о кошке, так вот ее песня называется «Одна кошка и два человека». Встречаем аплодисментами. Girl, I
我听到
Мне очень понравился концерт. И сегодня около 400 участников и волонтеров, кто по велению своего сердца, кто по зову своей души приходит, помогает нам. И всем зрителям в зале большое спасибо за то, что вы сюда приходите и поддерживаете мечту ребенка. Обнимаю сердце! А сейчас я приглашаю на эту сцену давнего друга инклюзивного движения «Обнимаю сердце», заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Георгия Михайловича Степанова. Это очень сильная мотивация для всех нас, для всех, чтобы быть равными, чтобы быть всегда вместе, рядом и всегда преодолевать, к сожалению, те барьеры, преграды, которые до сих пор встречаются в нашей жизни. И представьте только, маленькие дневники, самое сокровенное, которое родители стали перекладывать на бумагу, превратилось в огромное движение, которое сегодня уже гордо шагает по всей стране. И я очень благодарен Анне Федоровой, я очень благодарен большому волонтерскому корпусу нашего движения. И, конечно же, я очень благодарен родителям. Именно благодаря вам, вашей силе, вашей любви, вашей мудрости мы сегодня имеем шикарную возможность восхищаться талантами наших детей. Я хочу пожелать, чтобы наше движение только развивалось. Я хочу, чтобы наш этот замечательный концерт стал доброй традицией, объединяющей, стал доброй традицией добра и стал доброй традицией любви. Я очень хочу обнять всех вас сердцем. Здорово! Спасибо, Георгий Михайлович! Libiamo, libiamo nelle cadici che la bellezza infiora e là fuggeva allora s'inebria voluta. Libiamo nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché vuoi occhi al cuore onnipotente va.
Лиза Константинова и Григорий Петров! Айрушина. Давайте просто очень сильно, просто овациями встречаем Фаину Нагоров!
И какой же концерт якутский без северного танца? Инклюзивный молодежный танцевальный ансамбль «Ильдей» под руководством отличника системы образования Арины Васильевой и студенты второго курса отделения хореографическое творчество Якутского колледжа культуры и искусства. А сейчас перед вами покажут северный танец. Аплодисменты! Hey,
Я поздравляю моего друга Дениса. Мы в этом году выступаем уже второй раз. И с каждым годом он растет. Не только как физически, как подросток, как человек, да, но и эмоционально, и в артистическом плане он тоже очень возмужал и стал профессионалом, мне кажется. Я поздравляю его от всей души за, можно сказать, дебют, да, как артиста. Махтал, красавчик. О, спасибо большое. Роман Винокуров. Сегодня я подготовил попури не Виктора Цоя, сегодня я подготовил попури, можно сказать, песни прошлых лет. Вот так вот чуть-чуть решил поменять свой репертуар. Тексты будут отображаться на экране, все поем. Первая песня, можно сказать, костровая, его все раньше пели, когда собиралась вот хорошая компания. Вы все, наверное, знаете. Называется «Гимн гитары желтой». Все знаем, да?
тогда все поем. Изгиб гитары желто, ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, подпевая, качнется большой и звездной. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались с вами, качнется. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вторая песня очень-очень-очень веселая. Из одного мультфильма, наверное, все знаете. Оба лета! Ничего на свете лучше нет, чем бродить друзья по белый свет. Тем нежными тревоги нам любые, дороги, дороги, ла-ла-ла-ла-ла. От веселого переходим немножко сказать к грустному. Вот такая вот грустненькая песня, все знают. Там, где клен шумит над речной волной, говорили о любви с тобой. Опустил тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как соль, стороной прошла. Подпеваем о любви. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной прошла. Спасибо. Не хотелось бы вот так вот грустненько заканчивать, да? Хочется вот так радостно завершить, не так ли? И хочу вас немножко попросить, давайте все встанем. Все встанем, наверное, сидеть устали. Все встаем. Перед финалом называется. И очень-очень просто. Поднимаем руки выше и хлопаем в ладоши. Песня называется «Мы желаем счастья вам». Все знаем? Давайте в этот вечер друг другу пожелаем счастья громкими аплодисментами. В мире, где кружится снег шальной, где море грязет крутой волной, где подолгу долгую ждем порой мы весть, чтобы было труднее вместе.
оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье поделись с другим, мы желаем счастья. Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом, мы желаем счастья. И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье поделись с другим, счастье поделись с другим, счастье поделись с другим. Роман Винокуров! Рома, ты снова зажженный танцор! Красавчик! Спасибо. Всем хорошего вечера. Молодец! Концерт проходит, как всегда, на высшем уровне, все хорошо. Твои эмоции? Эмоции просто шикарные. Зал хорошо поет, знает все песни. Очень лирическая песня в исполнении студента автодорожного факультета ЦВКУ Абиора Микела Угома из Нигерии. Абиора Микела Угома сыграет на этом синтезаторе, а ученик 8 класса специальной школы номер 4 Артур Прокопьев и танцевальный ансамбль «Толярис» детского подросткового центра, руководитель Калмана Габушка, исполнят танец. А песня прозвучит Элвиса Пресли «Не могу не любить тебя». Аплодисменты!
для меня это такое большое волнение, потому что всегда же по-разному можно относиться к тому, что вот у кого-то какая-то беда, кто-то стал другим, оказавшись в какой-то ситуации. Иногда это даже временная маломобильность, например, и человек оказывается в инвалидной коляске, а потом снова встает на ноги, а кто-то не встает на ноги, а кто-то рождается с какими-то ограничениями. Но вот то, как, собственно, люди способны создавать среду, в которой каждый может реализовать свой творческий потенциал, и этим и определяется само по себе человечество. Я вот думаю, что мы находимся в какой-то вот момент такой магии прикосновения к сути человека как такового. Поэтому вот для меня это большое волнение быть сейчас здесь, в этом концертном зале. Студия актера Андрея Адамова. Аплодисменты! Ну что, давайте включим нашу любимую-то. Давайте сейчас. Ну давай, двигайся, двигайся. А ты чего разлёгся? Давай, давай. Все. Так. Сыночка, давай включай. Как ваше ощущение от выступления? Как принял Потрясающе, потрясающе. Очень понравилось. Очень доброе мероприятие. Да, я очень рад и горд быть причастным этому. Все номера просто потрясающие. Дети молодцы, все участники молодцы. Мы восхищены на очень самом деле. теплые чувства. Обнимаю сердцем! Сейчас Ксения Зыкова, один из авторов дневников мам, споет песню «Мой ненаглядный» с жестовым сопровождением Кристины Шевцовой. Аплодисменты! Аплодисменты! И такие, и такие! Прошлое свое листаю, а надо мной голос ночной в комнате кружит, не тая. Это звучит в темной ночи, песенка любви.
вместе мечту Амелии и многих других, кто сейчас выйдет на сцену. С коллекцией «Пост» Изабеллы Артосовой. Как правило, вот эти вот ближе к финалу выступления коллекции, это просто феерия. И в этой феерии примут участие волонтеры «Ангелы добра». Георгий Михайлович Степанов, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Елена Васильевна и Руфина Осипова, кураторы проектов инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». Роза Семеновна Егорова, региональный сервисный уполномоченный агентства стратегических инициатив при главе Республики Саха. Альбина Владимировна Трубина, первый заместитель министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Встречайте! Автор коллекции Аксинья Барликова, костюмер Дома культуры глухих РЛ, участница творческого коллектива «Пепик», лауреат международных всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей. Коллекции в стиле дома. Стиль внутренне свободного и творческого человека, который не зависит от моды и гламура, но при этом выглядит оригинально, красиво и в результате модно. Для создания коллекции использованы натуральные яркие ткани, свободный крой, изобилие аксессуаров и многослойность. Модели являются членами и активистами общества глухих. Бренд «Босс». Дизайнеры бренда создают одежду, в которой ты ни на кого не похож, кроме как на себя. А это настоящее искусство. Искусство быть собой. Миссия бренда – помочь каждому выявить свою индивидуальность через одежду.
артистических инициатив страну меняют люди. Директор показа МОД, стилист, продюсер. Проект «Обнимаю сердцем», он уже вышел за рамки чисто республиканского проекта. Уже 14 субъектов Российской Федерации ознакомились с этим проектом. Состоялись большие мероприятия в Москве, в Санкт-Петербурге. Но местом, где все начиналось, местом, где все начиналось, где все это формировалось, конечно, остается наш город Якутск. И сегодня и вообще работу по инклюзиву, по равным правам, равным возможностям сложно переоценить, особенно в нашем современном обществе. И с этой точки зрения, да, вот это мероприятие сегодня, конечно, имеет очень важное, колоссальное значение. Это преодоление всех барьеров, всех преград. Это очень сильный, скажем так, ход и самих детей, особенных наших солнечных детей, и, конечно же, их родителей. И то, что мы приняли участие в этом мероприятии, да, смогли стать частичкой, прикоснуться к этому творчеству, это, конечно, тоже очень ценно для нас. И то, что мы работаем все вместе, как раз это вот демонстрирует, да, данный концерт, все усилия как органов государственной власти, как некоммерческих организаций, наших родителей, да, детей наших. И, конечно же, нельзя сказать, что у них есть какие-то ограниченные возможности. Наоборот, да, получается, возможности у них безграничны, у наших ребятишек. Поэтому мы очень рады, счастливы и благодарны вообще за эту возможность. Буду полностью вдохновлена на какие-нибудь еще новые проекты подобного типа. Так что это очень-очень вдохновляюще, очень здорово. Мы понимаем, что мы не просто так живем на этом свете. Мы делаем какие-то добрые дела, в том числе нам удается это сделать. И это очень-очень такое радостное ощущение внутри. Организаторы проекта «Обнимаю сердцем», руководители творческих коллективов, волонтеры, ангелы добра подарили нам большой праздник сегодня от сердца и по велению души. И, конечно же, давайте с вами подарим бурные аплодисменты автору и руководителю инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем» Анне Федоровой. Анна Александровна, просим, пожалуйста, вас выйти на сцену. Браво! Я очень рада, что мы смогли 4-й раз сделать такую феерию эмоций, чувств, когда мы не зрители, и мы не оцениваем то, что происходит на сцене, а на сцене происходит реально крутое действие и суперпрофессионалы, мы все становимся просто человеками и восторгаемся теми, кто дарит нам такую радость. И я очень благодарна, что мы сегодня стали чуть-чуть волшебниками и смогли исполнять мечты. И сейчас в этот раз, кстати, исполнилась и моя мечта тоже. Я 2 года подряд хотела снести барьеры не только физические и ментальные, но и языковые. И в этот раз получилось. В нашем концерте участвовали артисты из Китая. Парень крутую композицию сыграл из Нигерии. Онна Барабель
birge. Урой! 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 Бары birge. Спасибо, Ане Александровне. И мы подошли к финалу нашего концерта. Коллективы, которые сейчас выступят, они в прошлом году открывали наш концерт, а в этом году они его закрывают. Вокальная студия «Голос», руководители Татьяна и Христофор Савинов. Ансамбль «Поющие ангелы», руководитель Полина Протопопова, Людмила Яковлева, Вильям Иванов. Песня «Бары birge». Все вместе. Спасибо всем вам, что вы вместе с нами стали немного волшебниками сегодня и способствовали реализации мечтаний и желаний наших артистов. Давайте поаплодируем друг другу. Вы молодцы! Спасибо вам большое! Мы не говорим прощайте, мы говорим до новых встреч! И обнимаем сердце! Всего доброго!